Ассаламу алейкум. Приветствую всех вас на своем YouTube канале. Очередная торговая сессия от меня для вас, ребята. Что могу сказать? Сегодня будем торговаться на валютных парах OTS. Как мы видим, сегодня воскресенье, и мы постараемся заработать тут деньги. На сегодняшний день я уже заработал $2500 и хочу дойти до 3 либо $3500. А также хочу напомнить вас про своем телеграм-канале, где абсолютно торговые наши сессии проходят бесплатно в прямом трансляции. Вы можете присоединиться к нам и зарабатываем вместе. А также можете посмотреть результаты, которые я даю на таджикской аудитории и русскоговорящих аудиторий. Так что погнали. Первая сделка от нас. Мы зашли на понижение. Почему? Тут была локальная точка, уровень, точнее, сопротивления. Из-за этого мы зашли на понижение. Поэтому не успевает разворот. Почему? Потому что у нас есть еще один уровень, где цена может дойти до данной области. Поэтому я заходил на перекрытие этого сделка. Так что посмотрим, что получится. Много болтать не буду, лучше сделку сделаю и потом можно и поговорить с вами. Так что валютные пары у нас AUD CAD OTC, да? Это поставили на избранный, как бы, где этот AUD CAD OTC. Сейчас найдем эту валютную пару. Сколько тут? 82%. Это мало. Прибыль от данной валютной пары мало дается нам. И там в угле посмотрим, проходит или не проходит сделка. А также у нас есть тут валютная пара CHF-JPY UTC. Тут можно зайти на изначальный депозит 1 минут на повышение цены. И подождем результат нашего сделка. Тут, как мы видим, у нас есть уровень поддержки, да, была откат. И опять свеча спускается в зоне уровня поддержки, как бы, да. Мы ждем, точка входа у нас не идеальный был. Я думал, получил уже разворотный свечей и в дальнейшем можно зайти. Но ничего страшного, мы, получается, тут тоже заходим на перекрытую сделку, 1 минута на повышение. Есть уровень, от этого уровня можно зайти на повышение цены, как бы. Ждем результат нашего сделка. Получается, первая сделка, где мы зашли на $77. Там осталось менее 15 секунд. А вторую сделку у нас более 40 секунд. Теперь посмотрим на старшем таймфрейме, что тут происходило, да, как мы видим. Тут получается у нас был восходящий тренд, потом изменение тренда, опять заново восходящий тренд. Первая наша сделка не зашла, а тут мы уже получили, получается, разворот, да. И данная область, как я вам сказал, уровень поддержки наш, который в данное время есть, в данной локации. Тут 15 секунд остался. Сейчас мы это закроем в плюс. И у нас в общем получается восходящий канал тренда. Ждем. На данной траектории у нас уже образовался, получается, что? Как боковик, но можно сказать, это не боковик. Просто треугольник образовался и есть уровень, где можно зайти на сделку. Вторую сделку нашу закрыли в плюс. Теперь ищем другие варианты. И на другие варианты можно и рассмотреть. Тут ретест к уровню, который было сопротивлением нашим, да, до этого. И отсюда можно зайти 1 минута на повышение цены. Как мы видим, точку наш обновили, да. Цена пробоя тут была и второй пробой наш. Потенциально, получается, можно зайти тут на повышение цены. Ждем результат. Ну, я зайду на перекрытие. Получается, сейчас, если не успеет наше время, и заходим на перекрытие. Я зайду на перекрытие, тут на повышение тоже зайду. Как я вам сказал, есть уровень, от этого уровня можно торговаться. А первая наша сделка, видели, да, прошла. Получается, еще мы в догоном зашли. Ждем результат. И посмотрим, что к чему получается.
И коротко потом можно вам рекомендовать свой телеграм-канал. Вот этот мой русский телеграм-канал, где я на русском торгуюсь, как бы. В дальнейшем наш шаг посмотрим, что тут происходит. Цена. Можно спуститься теперь на изначальный депозит, если цена дойдет до данный уровень, оттуда можно смотреть на понижение, как бы. Наша сделка закрылась в плюс. Ждем результат. Можно смотреть на старшем таймфрейме, что тут происходило. Тут был боковое движение, правильно, потом пробитие уровня, тут тоже накопление шло у нас, получается. И да, как мы видим, тут данная область обновился, и мы на правильном русле, как бы, торгуемся, точнее. А тут у нас локальный уровень на минутном таймфрейме. Ждем результат. Тут можно зайти на повышение. Ну ладно, я ранний вход сделал. Ничего страшного в этом не вижу. Если что, перекроюсь. Давайте я перекрытие сделаю коэффициентом 2 на 2, чтобы мы могли больше зарабатывать. И да, в трейдинге есть минусы и плюсы. Это нормально. В трейдинге нету сплошного плюса, нету. Тут не все проценты люди могут зарабатывать. Тут кто-то теряет, ты зарабатываешь. Это так работает. Всякую дичь не смотрите, ребята, смотрите, кто показывает вам реальный результат, а не такой сплошной результат плюса показывает, потом заходите в телеграм-канал и так далее, а там одни минусы. Нет, я работаю по отношению к своей аудитории честно. И вот эти видосы без монтажа никакого входят. На 2 минуты зайду я тут, получается, на повышение сделка. И все, после этого мы уже, у нас будет $372. Получается, догон, да, наш третий. И от данной валютной пары можно просто так увидеть. Ждем результат. Ну, как мы видим, перед последней свеча дала откат, да. Эта свеча тоже может повторить историю, эту свечу. Поэтому тут получается 20 минут у нас накопился на этом зоне, да, график, как бы свечи. Но цена может стремиться спуститься до данный коридор. Почему? Потому что тут есть покупатели и продавцы. Цена движется в одном диапазоне, как бы, графика. А тут что было, резкий пробой, да. И ждем результат нашего сделка и посмотрим, сколько уже мы зарабатывали на этом. 2800 показывает. И у нас остается около 30 секунд до завершения этого сделка. Я могу на минутном таймфрейме зайти просто и ждать. Тут резкий спад. Ждем. Получается, мы обновили данную свечу. И я думаю, тут сейчас пробоя будет. Но перед пробоем должна быть задержка. Задержка, походу, дал вот эта свеча. Сейчас посмотрим на вероятность пробоя данной коридора. Объем есть, да, идеальный. Но тоже присутствует, как бы, тень, да, в этом объеме. Поэтому ждем, что получится у нас. 30 секунд у нас остался. И после этого я уже меняю валютную пару.
Если проходит, проходит, не проходит, то же самое. Я просто меняю валютную пару, потому что я уже задерживался тут более чем на 3 сделки. Наша сделка не прошла, поэтому меняем валютную пару, и тут у нас следующий догон будет, да? Тут идеальный момент, есть спад, но есть уровень, да? Есть как бы пробои, да, говорит. Но на OTC активах очень много ложных пробоев бывает. 1 минута на оповещение. Следующий мой шаг вот тут на 2 минуты зайду на оповещение, если обновить данный уровень. Тридцать 5 секунд, да, у нас остался. Ждем результат. Не обновился еще. Угу. Что-то было опасное. Тут зайду на оповещение цены. 1 минута. Ошибку совершили, мы на 2 минуты зашли, даже я время, получается, не исправлял. Ну ладно, ничего страшного. Галочку поставим тут в избранный, чтобы нам показалось, что там будет эта сделка. Данная валютная пара идеальный, как бы, да. Можно зайти как бы на оповещение сделки. Есть уровень, откуда можно зайти, да. И тут был откат. Но а также сейчас на старшем таймфрейме надо смотреть, что тут пробоя будет, конечно. Тут вариант пробоя как бы присутствует, или как говорят на русском. Есть вероятность пробоя. Но мы смотрим на вот эти откаты от этого уровня. Получается, был тут касание, да? Был откат. Наше время, главное, хватит на это. На 3 минуты можно зайти как бы на оповещение сделок. Опять то же самое, прикрыть эту сделку, да? И дальнейшим шаг может обновить вот данную зону. Ждем. Много не будем болтаться, как бы, да? Есть уровень, от уровня будем торговаться, все. Получается, это наша сделка сейчас пока что в плюс. 25 секунд остался, отсюда мы заберем свой плюс. А остальные сделки, где тут было? Вот тут было, да? Вот тут было качев, да? И ждем этого нашего догона, который... Эта сделка сейчас подходит к концу. 6, 5, 4, 3, 2. Наша сделка зашла тут. И вот эту нашу сделку посмотрим. Тут 2 минуты еще остались, да, у меня, у нас. Ждем. После этого, если что, у нас догон 1800, да? Я все-таки думаю, если тут касание сейчас будет, вот нижний уровень, который я поставил, если тут касание будет, отсюда зайти 1 минута на оповещение. Так думаю. Есть уровень, и тут раньше было локальным уровнем сопротивления нашим, да?
Ну все, я зашел 1 минута еще на оповещение сделать. Чуть торопились, ничего страшного. Если будет пробой в данный коридор, следующую стрелку мы откроем на другом месте вообще. Ждем, получается, окончание свечи. 5 секунд остался. Ретест к данный уровень был. 10 секунд, наше время походу не хватит. Там тоже 5 секунд остался, тут 3 секунды осталось. Это наша перекрыло все. Вот эту сделку мы тоже перекрыли. Отлично. И у нас 13400, да, получается. Давайте добьем 14 тысяч и уходим. Это видео, я думаю, все-таки завтра выкладываю. Или сегодня уже поздно. Время 12 часов ночи. Или посмотрим. Либо сейчас загружу, ночью вкладываю. Либо утром. Посмотрим, как получится. Давайте я, чтобы быстренько эти деньги заработать, да, сделаю вот так. Нахожу уровень, где можно зайти. Тут то же самое. Была обновочка к уровню локальной точки сопротивления. И оттуда был разворот, да, как бы. И у нас есть выше еще уровни есть. От данной точки уже невыгодное положение. Я не хочу зайти на понижение. Почему? Потому что у нас времени и так не хватит. И 13 секунд остался. Это сделка, если заходит в плюс, получается эту сумму я удваиваю, еще один плюс получаю, уже на аккаунте будет 14 тысяч долларов, да? Как бы. Да. А теперь можно сделать вот так. Если сейчас наша свеча вот спустится до данной области, да, отсюда можно смотреть варианты на повышение цены. От данной области, если сейчас спустится цена до сюда, отсюда можно смотреть рассмотрение на повышение цены. Как бы ждем момент, не торопимся. Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Катись, да. Ждем. Что-то меня заманивает, что он не спустится. Давайте я зайду уже. Я ждал вот этого идеального момента. В трейдинге, если ты будешь ждать всегда идеального момента, да, не принимаешь решения, то ты тут потеряешь и, получается, сделку, и свои мозги, как бы. Поэтому иногда придется принимать решения на свой страх и риск. Но у тебя есть цель, да, вот до сюда спуститься, а потом зайду в сделку, да. Вот видите, сейчас что творился. Если я от данной области не заходил, просто я пропускал сделку, да, как бы. Да, у нас ничего не получилось бы заработать. Если ждал вот этого момента, что давай я сейчас катнется сюда. Просто точку входа я бы не отсюда заходил бы, вот отсюда заходил бы потом. Вот это уже этот было бы как бы некомфортно. А так, ладно, до сюда не докатнулся, как бы, да, свеча. Но все равно вот забрали свой плюс. Получается, на этом мы уже заработали, да, получается, больше. Вот 3680 долларов мне показывает. Но делать 14, да?
Давайте тогда сделаем 14. Что делать теперь? Вариантов есть у нас. Как обещал 14, давайте сделаем 14 тогда. Тут можно зайти на оповещение? Можно, но рискованно. Ладно, заходим тут на оповещение цены и ждем. Был откат от данный уровень, но видим, как вот до сюда была обновочка. Вот это разворотная свеча была. И тут то же самое. Тут мы поднимались, а тут опять спускаемся, да? Если сейчас эта цена докатнется до этого уровня, у нас времени хватит на откат. Поэтому сейчас ждем результат этого нашего сделка, потом в дальнейшем наш план строим. Сколько у нас осталось? 29 секунд. Потенциал есть на повышение или нет? Нет. На понижение больше потенциала, чем на повышение сделка, да? Ладно, ничего страшного. Вот так было, да, у нас? Обновочку сделаем, валютную пару меняем, просто все. Тут что у нас? Ну, тут опасно. Тут единственный вариант, можно только на понижение зайти, на повышение смысла нету тут зайти. Почему? Потому что был пробой, у нас вышел, получается, это все. Тут был пробой, да. Ну, а также есть вот это, да. Ждем. 30 секунд, да, остался. 25 секунд. Но, по идее, свеча должна на 5 минутам закрыться на красном. Есть уверение, да, свеча как бы объему. Но наше время это хватит или не хватит? Вот это мне интересно, да? Либо опять мы заходим на догон. Одному не хватило. Зайду еще раз на понижение. И все. Мне звонят, извиняюсь. Если эта сделка закроется плюс, у нас будет 14 тысяч. Но мы то же самое делали сейчас. Обновили данную линию и потом, получается, у нас был откат, да? Да. Идеально. Ладно, ничего страшного. Мы 3800 зарабатывали, оказывается, вот только что обновился, теперь мы в минусе. Дайте валидным пару просто я меняю, потому что уже что-то не то. Мне это все не нравится. Вот тут я зайду на повышение цены и все. 2 минуты идеально. Есть уровень поддержки, да? От данной области зашли на... Куда мы зашли? На повышение цены. Если эти сделки мои даже не проходят, я, получается, в минусе не буду. Но отсюда должно быть откат. Вариантов нету тут. Вот есть уровень, от этого уровня спад был. Теперь от этого уровня разворот же должно быть. Раз касание, второе, третье касание. И вот тут говорит пробой. Да? Что-то не верится в этот пробой. Не знаю, я не верю, что тут пробой будет. Поэтому давайте я сделаю так. На 3 минуты. На повышение сделки. Еще раз на 3 минуты на повышение. Все.
и ждем. Отката по-любому должен быть. Тут вариантов нету вообще. Есть уровень, да? Но почему мы спускаемся вниз? Я вот это сам не понимаю. Вот до данной области. Окей, допустим. Отсюда вот я сделаю вот так. Сейчас. Вот так сделаю. И дальше что? И за $70, да, мы вот в такой яме попали, да? Ничего страшного. Получается сплошная первая, вторая, третья не зашла, да, у нас четвертая не зашла. И это сейчас, если не проходит, это уже пятая будет. Сейчас, если вот это все наше проходит, да, вот это минутный, который вот по минуту осталось по 3000. Если они проходят, то мы уже, получается, на шаг впереди будем. Мне придется еще просто 2 раза по 2000 сделать сделки, и на этом все. Но 30 секунд оставим, вот 30 секунд, чтобы хватило нам, вот эта свеча должен с объемом заканчиваться. Но и как мы видим, тут вообще цена не двигается. Эта свеча уже 20 секунд остался. У нас нет депозита. Если сейчас у меня был бы депозит, я данную точку еще бы заходил на повышение на 1 минуту. Окей, допустим. Окей. Поражение я не особо люблю. Если вот это даже не проходит, сейчас я докину деньги и дальше буду вот так вести. Пускай сколько минут уже займет это видео. И докажу самому себе, что из любой ситуации я могу выйти. У меня нет такого, чтобы записывать фальшивый контент. Мне это вообще не интересно. Как есть, так надо записывать. Тут $900 говорит мы в плюсе, но мы уже, как вы знаете, потеряли уже больше, что у нас было. Тут 3000 проходит, если 6000 будет, тут 7 чем-то будет, правильно? Сразу давай 6, 5, 4, 2, 1. Ё-моё, деньги дай. 1 минута на повышение. Ну, точка входа не идеальный, понятное дело, но, ребята, что делать? Вариантов нет у нас никакого. Тут должно быть повышение цены. Тут есть разворот, и мы должны на этом сразу зарабатывать. Алхамдулилля. Ждем. Второй 2 минут на этот первый минутный. Давайте на 5 минутках посмотрим, 5 секундах посмотрим, что тут, сколько пунктов тут разница. Сделок наш. Там у нас 15 секунд остался, да? Не, если это свеча вот так. Красный, да? Ничего себе. О,
Это что такое было? Кто-нибудь объяснит мне, это что такое было? А, у нас же нету. Ладно. Перекроем, получается. Разница. Что это было? 2 пункта разницы. Не прошла. Ждем результата этого нашего сделка. Тут сколько у нас? 30 секунд остался, да? Грубо говоря, сейчас у меня будет 10 тысяч долларов, да? Да. Если та сделка прошла бы, у нас уже было бы 5 чем-то от тут данной сделкой, еще 5 чем-то от данной сделкой. Еще вот это мы же в шикарном плюсе были бы. Ну что страшно. Это нет, вот у нас 11 теперь. Теперь мы сделаем так. Давайте по 1000 будем торговаться лучше. Именно в минутном таймфрейме. Ага, теперь есть у нас тут уровень. А это уровень мы прокатимся вверх или нет? Да, мне самому интересно. Да и откат, да? Есть уровень, цена может задерживаться внутри этого уровня, а тут мы еще, получается, будем потерять средства. Тогда, если эта сделка не проходит, мы лучше меняем валютную пару. Другой момент ищем, на другой момент будем торговаться. Видео уже я не знаю сам сколько минут записываем. Время не интересно, да, нам интересно отсюда выйти чистыми. Угу, был откат. Я же сказал, тут есть уровень, а это уровень. Просто так не будет пробиваться. Тут 13 секунд остался. Разница какой пункт? 23 пункта разница. Окей. Мы тут потеряли. Ничего страшного. Тут можно на понижение. Можно по идее. Но есть то же самое, о чем я вам говорил. Давайте сделаем так. 2200, да? Да. 2200 на повышение. Есть уровень. Уровень обновился наш, да? И отсюда мы должны забрать плюс, по идее, свой. Если цена коснется вот данной области, отсюда еще можно зайти на понижение сделок. 40 секунд остался, посмотрим, что из этого выйдет. Теперь, чтобы заработать ровно 14, мне нужно еще 1500, да? Еще раз обновили, да? Еще раз я зайду на 1500. Если вот коснемся данной линии, да? Еще раз я зайду на оповещение. Угу. Теперь интереснее момент. 2800 плюс 10, плюс 11, если сделаем. Это сколько будет? 13800, да? Интересно. 13800 нас устраивает? Нас никак не устраивает, да? Теперь мы ставим 400, да? Чтобы было 14, как наш цел был же. И такой цел ставим самый себе. 5, 4, 3, 2, 1. Забрали 13800. А зачем нам 400 тогда?
120, да, это 120, но нам хватит. Все, тогда ищем вариант, где можно зайти, забрать свой пыльнус, тут пробой, а докуда цена сейчас коснется. Есть уровень, да? Уровень есть. Интересно, интересно. Окей. Отсюда можно на 2 минуты тогда рассматривать варианты. Окей. Точка входа найти надо главный нам. 1 минута на повышение я зайду. Теперь 1 минуту посмотрим. Мы обновили, да? Ладно, ждем результат. Угу. Это было опасно, ребята. Мы должны были на понижение зайти, но дело говорится как дело. 3, 2, 1. Нет. На повышение я не зайду. Лучше пару меняю сейчас. Подождите, найду идеальный момент. Можно на повышение вот тут зайти. Но новичкам не советую. Новичкам особенно не советую вот так опасно торговаться. Есть уровень, от уровня торгуйтесь. Самый безопасный вариант для всех. Колыбельная ночь. Сам что говорил, не знаю, но получается голова болит. Я хочу вот заработать. Не люблю поражение, вообще не люблю. Даже мои эфиры, вот последние 6 месяцев, 3 месяца, более 3 месяца, ни одного минуса не было в моих трансляциях. Как обещал, 14 тысяч долларов, вот на ваших глазах заработал это 14 долларов. На этом душе теперь спокойно. Вам приятного просмотра, лайк, комментарий. Не забудьте, обязательно приходите по ссылке в описании этого видео. В моем телеграм-канале будет проводиться прямые трансляции. Так что удачи всем.